Сегодня в выпуске. В Крыму задержали крымского татарина. Оккупационный суд не удовлетворил апелляции в деле Хизбут-Тахрир. Суд ненадлежаще подготовил дело к апелляционному рассмотрению. Российский кинорежиссер призвал освободить Олега Сенцова. И президент сказал, что он будет думать, никаких проблем. Добрый вечер. 29 марта, 1126 день аннексии Крыма. Время новостей на АТР. В Крыму похитили активиста. В оккупированном Симферополе возле так называемого Верховного суда Крыма люди в масках схватили Беляла Адилова. Он пришел в качестве слушателя на судебное заседание в делах против крымских татар. Адвокаты сообщают, сейчас Адилов находится в управлении Следственного комитета оккупированного Крыма, где ему вменяют применение насилия в отношении представителя власти. Ранее следователи вызвали его на допрос по телефону, однако прийти без официальной повестки он отказался. Представьтесь, кто вы? Опа, вы выбили мою камеру. А может, вы его воруете? Попозже, кого воруем, скажите, куда увозите его? Полиция, представились. Нет, понятно. Нет, а документы не показывали. Вы выбили мою камеру. Свидетели похищения сообщают, что полиция пытается давить на них, потому что они приехали написать заявление по Адилову. Им предложили сдать отпечатки пальцев и слюну на экспертизу. Проверили их телефоны. В полиции говорят, все это стандартные процедуры для написания заявления в полицию. Это как бы не является обязательным, во-первых, да, во-вторых, то есть я этого, и не должен, да, проходить. То есть я туда пришел заявить, а не в качестве какого-то обвиняемого. То есть это, честно говоря, как ущемляет, мою честь, да, и мое, как достоинство, да. Оккупационный суд отклонил апелляцию по делу Хизбут-Тахрир на продление ареста. Так называемый Верховный суд Крыма оставил в силе решение по делу 5 симферопольцев, которым вменяют участие в запрещенной в России организации Хизбут-Тахрир. 7 марта Киевский районный суд оккупированного Симферополя вынес постановление о продлении меры пресечения до 11 июня 5 фигурантам этого дела: Эмилию Джамадинову, Узиру Абдуллаеву, Тимуру Абдуллаеву, Айдеру Салединову и Рустему Исмаилову. Допустим, социальные связи обвиняемых. Это в первую очередь, что наиболее характеризует, это количество детей. У Изира 4, у Тимура 5, у других там 3 и так далее. То есть суд не слышит и не указывает количество детей, не указывает семейное положение, женат или холост. Заместитель председателя Меджлиса Ахтем Чийгоз не руководил митингом 26 февраля. Об этом рассказал свидетель защиты Рустем Эннанов. Он вместе с другими приехал к Верховной Раде Крыма, чтобы поддержать целостность Украины. Эннанов, так же, как и другие свидетели защиты, утверждает, что митинг проходил мирно, пока не начались провокации со стороны представителей пророссийского митинга. Чийгоза оккупанты обвиняют в организации массовых беспорядков под стенами крымского парламента 26 февраля 2014 года. Свидетель пояснил, что видел Ахтема Чийгоза, который проходил вместе с Чубаровым внутрь двора. Однако Чийгоз не совершал никаких жестов, не давал никаких команд, указаний. У сторонников Меджлиса никогда не существовало никаких секретных азбук, жестов и так далее, как указало обвинение. Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз призвали выдвинуть Меджлис крымско-татарского народа на соискание Нобелевской премии мира в следующем году. Об этом говорится в обращении зампредседателя Меджлиса к народным депутатам Украины, опубликованном Ильми Умеровым в Фейсбуке. В прошлом году, в апреле, подконтрольный России Верховный суд Крыма запретил деятельность Меджлиса на территории аннексированного полуострова. Если Меджлис будет выдвинут на номинацию Нобелевской премии мира, это будет дополнительные возможности говорить о своих проблемах на весь мир.
В Крыму нашли тело пропавшего Энвера Авуша. В лесу вблизи села Коренное Курманского района обнаружили тело пропавшего 18 марта 50-летнего жителя села Дрофино Сиитлярского района. Крымско-татарские волонтеры несколько дней искали Авуша. Родные мужчины сообщали, что он инвалид второй группы и не общается с чужаками. Российский режиссер Александр Сакуров призвал Россию освободить крымчанина Олега Сенцова. Кинорежиссер высказался и против силового разгона митингующих в различных городах России в воскресенье. Об этом он заявил во время речи на церемонии вручения премии «Ника», которую он получил в номинации «Честь и достоинство». Александр Сакуров – заслуженный деятель искусств и народный артист России. В марте 2014 года художник выступил с заявлением, в котором призвал россиян прекратить войну с Украиной и уважать желание украинцев жить отдельным государством. Сегодня я хочу сказать, что я жду решения от президента, ответа на вопрос, который мы обсуждали, судьба Олега Сенцова. И президент сказал, что он будет думать над этой проблемой. Но я это говорю, потому что я, так же, как и многие из нас, в воскресенье смотрели то, что происходило в стране. И мне кажется, что государство совершает большую ошибку, ведя себя столь фамильярно с молодыми людьми, с школьниками, со студентами. В Нью-Йорке Сенцову присудили премию американского Пенн-центра. Вашингтон-Пост сообщает, что крымскому режиссеру, политзаключенному Олегу Сенцову, присудили ежегодную премию Барбары Голдсмит «Свобода писать». Преследование Сенцова назвали ярким примером нетерпимости к инакомыслию со стороны правительства Путина. Ежегодную награду Барбары Голдсмит вручают узникам совести, которые оказались в чрезвычайно сложных обстоятельствах. Пока Украина не накажет виновных в расстреле здания Генконсульства Польши в Луцке, все польские консульские учреждения в Украине не заработают. Такое заявление сделали в МИД Польши. Они также требуют обеспечить эффективную круглосуточную охрану диппредставительств. Президент Украины Петр Порошенко поручил правоохранителям срочно расследовать преступления и найти виновных. Этой ночью неизвестные из гранатомета обстреляли здание Генконсульства Польши в Луцке. В этот момент в помещении никого не было, пострадавших нет. В СБУ сообщили, что начато уголовное производство по статье «Террористический акт». Провокації проти Республіки Польща, що час від часу трапляються на території України, вигідні лише одній стороні – Російській Федерації. Такі дії розраховані на розхитування та дестабілізацію взаємовідносин між братніми українськими та польськими народами. В центре Киева активисты заблокировали вход в ресторан «Гробом». Заведение «Огород» связывают с народным депутатом Совета так называемого ЛНР Зинаидой Надин. Лидия Полянская расскажет больше. Хлеб, обильно политый красной краской, символизирующий кровь, и гроб, блокирующий вход в ресторан. Ветераны АТО и переселенцы из Донбасса пикетируют заведение «Огород». Говорят, оно принадлежит семье депутата Совета так называемой ЛНР. Кроме этого, участники акции распяли перед рестораном игрушечного младенца. Именно такими байками российские СМИ пугают своего зрителя, рассказывая, что славянские украинские фашисты в 2014-м распяли трехлетнего мальчика. Это понятная реакция на сепаратизм в Киеве, когда здесь бизнес людей, которые убивают наших парней на Востоке, процветает, и они зарабатывают деньги. Люди спокойно ходят сюда кушать, быстрее всего не зная, что это за место. Алексей Липовецкий – журналист из Луганска. Ему пришлось переехать в столицу из-за своих проукраинских взглядов. Рассказывает, Зинаида Надин руководит луганской хлебной мафией. Ее предприятие полностью монополизировали луганский рынок, вытеснив всех продавцов хлеба и крупы. Вся идея акции в самих заявлениях Зинаиды Надин. То, что она участвует в своей пропаганде, нашло отображение теперь, и даже пропаганда вернулась к ней возле ресторана ее детей.
Украинские активисты рассказывают, огород работает в Киеве еще с 2015-го, когда Наден еще была так называемым министром аграрной промышленности ЛНР. Зинаида Найден в свое время украла весь резерв, госрезерв по хлебу, захватила Луганск-Волынь и таким образом обеспечивала ополченцев во время войны всем необходимым. Также Зинаида Найден заявила о том, что готова ополченцам выплачивать зарплату в то время, пока они будут воевать против украинских солдат. Ресторан оценивают в $2 миллиона. Принадлежит он супругам Алексею и Анне Наден, семье сына Зинаиды Наден, говорят ветераны АТО. Пока мы не ударим по финансированию сепаратизма, мы никогда войну на Донбассе не закончим. Одно дело, когда финансирование идет с России, это одно. Но когда мы внутри Киева взращиваем финансовые источники сепаратизма... Акция протеста длилась полчаса. Посетители огорода не смутили ни похоронный марш, ни призывы активистов перестать кормить сепаратистов. Лидия Полянская, Эльдар Исматов, Заман, АТР. До Евровидения 2017 осталось чуть больше месяца. Мэрия взялась активно ремонтировать метро и дороги на левом берегу Киева. Песок, плиты и брусчатка. Строительные работы и ремонт дорог продолжаются. Окрестности выставочного центра, где будет проходить Евровидение 2017, приводят в порядок. Тут буде в нас тротуар із ФЕМа. От зараз у нас вже розкладка є. Зараз встановлюються поребрики, потім будемо основу робити. Строители Александра из Житомирской области снимают верхний слой асфальта. Говорит, времени на общение нет, работы очень много. Спішимо і треба торопитися. Будуть гарненькі дорожки будуть. Ми ставимо перебрики, ось такі, нові тільки. Порозкладали і будемо їх ставити. У кожного своя робота. Жители столицы жалуются, ремонт надо было начинать раньше. Говорят, теперь строители сделают дороги спешно, но некачественно. Другие же верят обещаниям Кличка. Я полагаю, что Кличко все сделает. Я верю ему, и уверен, что Евробачення будет нормально. Если может даже встигнуть, но не дуже качественно получится. Тут постоянно очень много людей. Соответственно, мне кажется, им мешает. Каждый раз что-то где-то ломается. Встигнуть зробити найосновніше, але, звичайно, так, як має виглядати Київ, на жаль, не встигнуть, бо треба починати заздалегідь. Всім було відомо, що Євробачення буде рік тому назад, чому б не почати це півроку назад, а не останній місяць. Годовой бюджет на ремонт дорог почти 1,5 миллиарда гривен, говорят в мэрии. Приезду гостей обещают все успеть. Говорити про те, що ми б їх не робили, якби не було Євробачення, не є правильно. Вони були в планах, можливо, ці плани трошечки зараз скориговані в зв'язку з тією подією, яка на сьогоднішній день має відбуватися. Буде обов'язково річний трамвайчик, він буде ходити від Поштової площі безпосередньо до виставкового центру. Дороги в мэрии обещают отремонтировать до 1 мая. Говорят, успеют высадить деревья, цветы и клумбы. Эльвина Сидбулаева, Эльдар Исматов и Асан Иминов. Заман, АТР. На этом пока все. После «Заман» в эфире программы «Бугун» Осман Пашаев и Оксана Денисова обсудят взрывы в Балаклее с военным прокурором Владиславом Гайдамакой и военным экспертом Олегом Ждановым. Хорошего вечера. Будьте с нами.